После присоединения Грузии. Для охраны движения. По Дарьяльскому ущелью. Русский командующий войсками. Дельпацо. Заключил в 1801 году с ингушами договор, по которому они за определенное вознаграждение должны были выставлять охрану в 1000 воинов. Подобный же договор был заключен с ингушами при основании в 1784 году при ингушском урочище Заур. Укрепление Владикавказ. В это время ингуши пользовались репутацией вполне лояльного, мирного, но отважного народа, с закрытием выходов на плоскость. Физиономия народа переменилась, соответственно тому, как менялась политическая обстановка. И закрывались или приоткрывались отдушины из ущелий на равнину. Виктор Христианович. Горная Ингушетия. 1928 год. Любимец Чечено-Осетии. Генерал Дельпоцца. Начал строить укрепление Назрань в 1810 году. Но для чего? Или, вернее, от кого? Назрановцы назывались прежде галгаевцами, но с основания аула Несер стали называться Несерхой, то есть назрановцами. Они известны также под названием ингуши, ангушт. Для защиты от набегов ингушей построено Назрановское укрепление недалеко от Владикавказа.